Каждая структура должна разработать свою концепцию по решению проблемы энергоснабжения, учитывая все погрешности в работе и свою ответственность. Мы должны видеть ответственного на каждом этапе, видеть конечного потребителя, дойти до каждого трансформатора. Это возможно только при совместной работе, сказал Махмуд Али Калиматов, отметив, что готов оказать максимальное содействие и личную поддержку в решении существующих проблем. Рабочую группу надо создать, чтобы они, вот мне нужно пошагово, каждый трансформатор, каждую линию. Я в любом случае до конца, как бы мне глубоко не пришлось, дойти до каждого трансформатора не пришлось. Я со своей стороны не оставлю ни одной точки, до которой я не дойду. Ведь мы должны понимать, а объекты, школы сейчас пойдут. Мы должны готовы быть. Больницы, которые ежедневно. Какой-нибудь насос не заработал, и все. И я понимаю, что оно в комплексе вопросы, да? Но сегодня что можно сделать, что вы, так сказать, видите сами, вот как бы предаварийные ситуации, я просил бы, чтобы вы как бы пошли навстречу некоторым вопросам. Для меня вот контракт, конкретная подпись, даты, время исполнения. Мне нужны результаты. И я на это настроен и буду с это спрашивать всех, кто с моей стороны ответственен. Виталий Иванов в свою очередь сообщил, что специалистами Россети «Северный Кавказ» в Ингушетии впервые проведен технический аудит состояния объектов электросетевого хозяйства. Выявлен ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения для обеспечения стабильного энергоснабжения региона. Точно приветствуется, гарантированно. Можно это сделать в рамках рабочей группы, можно это сделать в рамках какого-то постоянного действующего оперативного штаба по энергетике. Абсолютно формат нужен точно межведомственный. Ремонтная программа технического обслуживания у нас выполняется в полном объеме. Сейчас директивы, соответствующие правительства, они находятся в разной стадии. Что-то в Росимуществе, что-то в Минэнерго. То есть эта ситуация, на самом деле, вот, на мой взгляд, в корне поменяется где-то, наверное, во второй половине 2020 года. Ну, с учетом того, как, в принципе, выходит директива. Поддержка будет уже, и вы, как глава республики, ее увидите уже, я думаю, не позднее сентября. Махмуд Али Калиматов также обозначил необходимость приобретения спецтехники и оборудования для проведения работ на объектах республики. В свою очередь Виталий Иванов отметил, что вопрос на контроле у руководства компании Россети, и уже к концу августа 6 районных электросетей филиала будут обеспечены необходимой спецтехникой. Все вот 12 нацпроектов президент Владимир Владимирович Путин, он ведь столько денег вложены в эти нацпроекты, а они без энергии, они везде пронизывают друг друга. Сейчас вот строят эти дома, например, предприятия сейчас строят, их надо вводить в эксплуатацию. Если там будет недостаточно напряжения, нельзя. То есть и на перспективу я прошу проработать, руководству это докладывать, что вот мы сегодня делаем задачу такую, новое все делаем, деньги затрачиваем, но через 5 лет в перспективе вот это оборудование уже не потянет, эта нагрузка не потянет, поэтому продумывайте эти вещи. Первое совещание о результатах работы межведомственной группы Махмуд Али Калиматов предложил провести в конце сентября. При этом он отметил необходимость работы на перспективу. Амина Бокова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.